Скажите, пожалуйста, если бы вы ставили спектакль о себе, какой бы вы эпизод с вашей жизни вот туда вот поставили, и как бы он назывался? Круто. Ну, расскажу одну историю. Хорошо. Ну, есть у меня такое ощущение, которое я потом понял, ну, даже сейчас у меня вывода нет, просто расскажу историю, а там, может быть, что-то из этого получится. А вот это запишем, отдадим, и может сказать, что это спектакль? Нет, не надо ограничивать замыслом, пусть он думает, что ему интересно. Вот. Итак, в детстве меня отправляли к бабушке в деревню. И это Центральная Украина, Днепропетровская область, Новомосковский район, деревня. Я только вот спустя, как говорится, время понял, насколько красиво называлась деревня, где жила моя бабушка. Деревня Ивана Михайловка. Класс. Вот. Итак, в этой деревне Ивана Михайловка я находился каждое лето, 3 месяца. Ко мне раз, там, по-моему, 2 недели мама с папой приезжали на наши копейки «Жигули» красного цвета. И наступал тот день, когда я ожидал маму с папой. Вот, и такая длинная дорога, и там был у нас такой пригорок, а местность была такая, ну как, холмистая, да, и дорога, которая была на той половине, значит, напротив, она как бы в горы спускалась дорога. И я понимал, что сегодня приедет мама с папой, я заходил на этот пригорок, присаживался и смотрел на дорогу. Я ждал вот так вот, живешь. И я ждал эту машину, и вот это ожидание, я понимал, что вот моя усидчивость, наверное, корнями отсюда. Я очень долго ждал. Я сидел целый день, я расстраивался, я злился, когда я пропускал автомобиль, и уже машина оказывалась, ну, уже отец приехал, как бы, то есть мама приехала, то есть, но момент был испорчен, потому что он не заканчивался тем, как я хотел, а я хотел увидеть машину. И бежать. Вот. И вот она приезжает, а я как бы, добрый вечер, значит, я тут вас жду, родители, все, и так далее, и так далее. И потом в какой-то момент, ну, то есть, хочешь ты или не хочешь, наступает кризис среднего возраста. Я потом подумал, ну что я все жду? Что я что-то все в ожидании вот этой вот красного автомобиля? По-моему, надо как-то вот что-то действовать надо начать. Вот. Потом на мою беду, значит, в нашем театре поставили Монте-Кристо. И когда я в финале услышал, типа, так что же нам всем делать? Ждать и надеяться, мне стало не по себе. Я так расстроился до того вывода, ждать и надеяться, но потом понял, что, ну, не такой глупый Дюма. Вот, надо все-таки, наверное, то есть хочешь ты или не хочешь, это я к чему подвожу. Хочешь ты или не хочешь, но так мы устроены, что, по всей вероятности, мы все-таки только тем и занимаемся, что ждем и надеемся. Так что вот в этом месте поставим точку.